Читая комментарии наших подписчиков, я решил ответить на ваши вопросы. Почему, что, кто, когда. Первый вопрос. Кто ты, блогер или общественный деятель? Я себя отношу к общественному деятелю, так как блогеры в большинстве своем более свободны в своих высказываниях. Главная задача блогера – получить как можно больше просмотров. Соответственно, они позволяют себе то, что позволяют себе любые средства массовой информации. Это громкие заголовки, плагиат, манипуляции, выдают фейковые новости, тема без ограничений. Это в основном. Тогда как наш канал не может себе позволить такого, хотя иногда нас пытаются обвинить в этом. Сказать точно, наша задача в создании интеллектуальной площадки. Это сложнее, чем рассказать и вывернуть наизнанку разные темы, получить с них хайп, то есть внезапную популярность. Как получили, к примеру, буквально недавно с наших женщин, кем бы они ни были. И по последним громким темам тоже. Мое сугубо личное мнение, мы не имели права на это обсуждение. У нас есть определенное табу. Мы не должны получать внимание любой ценой. У нас нет необходимости гнаться за числами, заполнять поляны или стадионы. Да, мы проигрываем финансово, но, иншаллах, это нас не остановит. 22 года не останавливаемся. Второй вопрос. Почему мало выхожу в эфиры и мало видеороликов? Во-первых, это быт. Он есть у всех, и вы знаете, о чем я. Второе. Пока приходится все делать самому, решать все вопросы, в основном касающиеся канала. Ну и, конечно же, безопасность. Да, вопрос безопасности съедает много времени. Вы сами можете представить, о чем я говорю. Но я надеюсь на вас, что скоро из наших подписчиков появятся десятки и сотни людей, в открыто говорящих поистине чеченских активистов и общественных деятелей. Только так можно прекратить убийства в Европе и где угодно. Мы должны проявить в этом свое упорство. И проявить это упорство в истине. Тогда нет смысла, как говорится, всех не убьешь. Мы можем просить Всевышнего, но и Всевышний не даст, я думаю, если у нас не будет каких-либо действий. Но знайте, многое в наших руках тоже. Третий вопрос. Сколько мы заработали? Скажу сразу, мы не ради этого, но расскажу, как есть на самом деле. Тем более, когда путинские пехотинцы и пропагандисты любят использовать это в своих высказываниях в адрес тех, которые занимаются делом. Рушить их мифы и выявлять их ложь мы умеем. Вот платежи, которые попались мне сразу под руку. Это апрель 2021 года, 140 евро. И май 2021 года, 260 евро. Потом я должен разобраться с удержками самого YouTube, а также 30% налог страны, в которой я проживаю. Вы уже сами можете прикинуть на глаз, что канал Низам не источник каких-либо больших доходов. Как некоторые могут это подумать и представить, и как пытаются внушить это путинские пехотинцы и пропагандисты. Да, все, что мы стараемся делать, мы делаем это, вкладывая свое время, а также свои ресурсы. Имея их больше, результатов также было бы больше. И чем больше вопросов решено, тем легче продвигается работа, конечно же. Это переводы, обновляемая аппаратура, хранение информации и так далее и тому подобное. Вот краткий отчет. Ведь все-таки интересно же, да? Почему мы вместе идем такой длинной дорогой? Отвечу за себя.
Я не могу допустить двойственности ни в вопросах религии, ни в вопросах войны и мира, ни в вопросах преступлений против нас. Одним словом, нет мелочей в чеченском вопросе, которые пытаются решить наши враги на протяжении веков. И четвертый вопрос. В чем задача канала? Говорил об этом несколько раз, но повторюсь. Первое – это развивать необходимые национальные проекты. Это табуировать убийства, тем самым мы сможем выйти из спирали вековых убийств, куда нас тянули наши враги, придя к нам домой со своим величием. Второе – интеллект и создание мирового продукта. Мы стараемся фокусировать наш акцент на более важном, чем погоня за хайпом, то есть внезапная популярность или погоня за числами. Стараемся быть в стороне от споров и всякой там грызни. И мы акцентируем наше внимание на развенчивании кремлевских мифов и их лжи. Пока получается недостаточно, как мы хотели бы, но прилагаем всевозможные усилия в этом направлении. Нам противостоит целая система, которая веками стравливала народы и начинала войны против своих соседей, всех своих соседей. Есть также такие, которые называют себя нашими, но ведут двойную игру. Это другая сторона медали. Вот в этом коридоре будем пытаться удержаться с помощью Всевышнего, иншаллах, и, безусловно, с вашей помощью тоже.